Уважаемые друзья, гости, мы вас приветствуем на якутской земле, земле Олонхо, накануне Исыхов, национальный праздник Исых. Вот уже начинаются торжества, празднования Исых Олонхо. Мы в этом году проводим 9-й Исых, и заканчивается десятилетие года Олонхо, и начинается второе десятилетие года Олонхо. Очень знаково, что вы через 20 лет вот вы прибыли в Якутию такой большой командой. Мы приветствуем вас на якутской земле. Пожалуйста, хлеб-соль, кумыс наш национальный. Запивайте кумысом. Ага, запивайте кумысом. Для нас это действительно знаковый приезд, потому что 20 лет назад мы здесь проводили очень важную для нас встречу, пленум Союза писателей. В Чечне шла война, было сепаратистское всякое движение по стране. И вот здесь на мирной, прекрасной, цветущей по-своему земле мы тогда обсуждали эти наши вопросы литературы, жизни, нашего единения. И я думаю, что вот эти же вопросы будем обсуждать и завтра. Мы думали, что это будет секретариат расширенный, но поскольку столь широкое приглашение, 50 человек наших людей, то это стал пленум. Мы сумели собрать пленум, но для нас это высший орган, который будет обсуждать, значит, многообразие нашей отечественной литературы в единстве. Это большое качество нашей литературы, которой другие литературы не обладают. Так что спасибо, значит, якутской земле, Егору Афанасьевичу за это. Вообще-то он проявлял эту инициативу, вспомнил 20-летие. Мы поэтому так довольно быстро согласились. Наталья, вот, которая возглавляет писательскую организацию. Писательская организация есть мощная, интересная, разнообразная. Но об этом мы поговорим завтра. Литература якутская писательская организация многообразная, многосторонняя, но тоже многоязычная. И в то же время корень от корня своей земли, что самое важное. А какие 3 вещи вы хотели бы посмотреть в Якутии? Все. Да. Ну, конечно, Лена. И вообще, я думаю, что вот это большая задача якутских писателей, всех российских писателей, представить Лену во всей красоте, мощи, силе. Потому что вот Волгу воспели и русский народ, и Некрасов, Гоголь, Днепр, Тихий Дон, Шолохов, Ангару, Распутин. И вот предстоит писателям это сделать, потому что все должны чувствовать, что Лена важнейшая стержневая река России, всего нашего государства.